Бахтыгар Сандыкович, почему какое-то конституционное совещание, утвержденное указом, может вносить изменения в проект Конституции, а целый парламент, обладающий законотворческими функциями, не может даже запятую убрать? Ну, говорить какое-то конституционное совещание, оно образовано указом, исполняющим обязанности президента. Но извините, его в Конституции не предусмотрено. Я говорю, законотворческий орган не может изменять, даже запятую вставить. А конституционное совещание может. В чем вопрос, Дасан Далбаевич? Ну, если вы не понимаете вопрос, я считаю, что вот этот законопроект, который вы инициируете, вы хуже для народа делаете. Свободу слова ущемляете. Зависимость судей делаете. Монстрские функции Генпрокуратуры прописываете. Президент, говорите, за все отвечает, в то же время пункты есть. Президент, в случае чего, возлагает ответственность на председателя кабинета министров. Это же обман. Талант Турдымамадович, биринчи документте 65 депутаттың қолы тұрады. Анан айтып қойыңыздарчы, Ахматов, Алмаз. Кечелі жер көрдік қой, ал қантып қол қойды? Өліп қалған кішіне қантып қол қойдырдыңдар? 1 мартта ал қантып қол қойды? Дүйне салып кетті ғой. Қуанышбек Жумалиев түрмеде жатыр ғой, қантып қол қойды? Еще большой вопрос, если там 80 подписей депутатов, потому что некоторые коллеги заявляли о том, что они не подписывали. Возможно, там нет 80 подписей. Это необходимо проверить. И то, что открыто было предложение, всем можно было вносить, все население это знает. И вопрос о том, что губится демократия, я думаю, совершенно неправильно, потому что процесс написания этой конституции наиболее демократичен. Бирок регламент калайык бүгүн биз референдумду дайындоо жөнүндө мыйзамды гана талкуулоого акылыбыз. Ошонго ылайык биз баягы багыттарда башка жака кетип калып атат. Өкмөт да өзүнүн корутундусун айтты. Алдыга жылуубуз зарыл. Потому что вы сами не можете прогнозировать, что произойдет после принятия данной Конституции. Вы не можете. А потом вы разбежитесь, уедете за границу, сбежите в ОА и другие Турцию и страны. А вот простой народ, простые граждане будут потом нести всю ответственность, которую мы с вами принимаем сегодня, которую мы толкаем к референдуму данный проект Конституции. Прошу остановиться. Бешимбаева Айгерим Калбековнага берилет. Саламатсыздар, рахмат. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин, жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмес, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар деп. Анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок, талкуусуна да катышкан эмесмин. Дагы бир демилгечи менин кесиптешим Токтошев командировкада жүрөт. Ал да колун чакырып алган. Колун чакырып алгандан кийин демек бул конституциялык күчкө ээ эмес. 80 добуш жок. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. Но некоторые думают, что заключили сделку с совестью, некоторые думают, что заключили сделку с властью, некоторые думают, что получили какие-то выгоды для себя или могут договориться о будущих должностях. Но это вам вернется в другом виде. Поэтому можно думать, что бесконечно можно вертеться вокруг власти, но рано или поздно солнце обжигает, и обжигает очень больно.